С 18 марта в Башкортостане введен режим повышенной готовности в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции. Решение принял глава региона Ради Хабиров. Обсудим ситуацию вместе с главным внештатным инфекционистом Министерства здравоохранения Башкортостана Дамиром Валишиным. Дамир Асхатович, здравствуйте. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, нашим телезрителям, что означает режим повышенной готовности. Мы знаем, что сейчас нельзя проводить мероприятия с количеством человек более 250, да, кроме того, в образовательных учреждениях это действует. Объясните, пожалуйста, что это означает? Режим повышенной готовности означает, что все медицинские организации приведены в состояние повышенной готовности на случай выявления у нас пациента с новой коронавирусной инфекцией. Это первое. Второе. Вводятся мероприятия, которые ограничивают возможность распространения вируса, если он появится. То есть даны рекомендации не посещать места массового скопления людей, не выезжать за границу. То есть все мероприятия направлены на разобщение людей, потому что вирус распространяется воздушно-капельным и контактным путем, чтобы как можно меньше люди контактировали друг с другом. И я призываю, чтобы наше население с пониманием отнеслось к этому. И не было паники. Ну, надо отметить, что по данным органов власти Башкортостана нет ни одного случая заражения коронавирусом в Башкортостане на сегодняшний день. Да, на сегодняшний день нет ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекции. Просто у нас на обследовании находятся люди, которые прибыли из регионов неблагополучных по коронавирусной инфекции. У них есть симптомы респираторных инфекций, они обследуются. Но подтвержденных случаев болезни у нас нет. Дамир Асхатович, вы говорите новой коронавирусной инфекции. Объясните, пожалуйста, в чем ее особенности? Особенности коронавирусной инфекции просто это новый вирус. И поэтому у нас нет вакцины против этого вируса. Мы пока точно нет препаратов, которые действовали на этот вирус. И он находится в стадии изучения. Хотя он очень похож на коронавирус, который вызвал эпидемию в 2002-2003 году, а также было ближневосточное коронавирусное, как раз коронавирусное заболевание в 2012-2014 годах. Что происходит с организмом человека, пораженным этим вирусом? Происходит так же, как и при любой другой острой респираторно-вирусной инфекции. Повышается температура тела, развивается интоксикация, симптом есть кашель, чихание. И здесь у определенной части пациентов, это особенно у пожилых людей с ослабленной иммунной системой, могут развиваться тяжелые пневмонии, которые могут заканчиваться неблагоприятно. Возникла паника с медицинскими масками, их пока не хватает. Скажите, пожалуйста, действительно ли это инструмент, который позволяет уберечь свой организм от заражения коронавирусной инфекцией? Ну, во-первых, паника это возникла как раз в силу того, что люди массово скупают маски, может быть, даже когда они им не нужны. И, как всегда, ведь невозможно в одночасье обеспечить. Принято решение, и маски уже закупаются, и я думаю, у нас проблем, дефицита с масками не будет. Этого однозначно. И почему мы рекомендуем носить маски? Ну, доказано, что одноразовая маска в течение 2 часов она защищает, если ее правильно носить, от инфицирования не только коронавирусом, любыми респираторно-вирусными инфекциями. То есть она эффективна только в течение 2 первых часов? Первых 2 часов, потому что есть рекомендации, то есть каждые 2 часа менять одноразовые маски. От имени врачей распространялись сообщения о пользе парацетамола. Подтверждаете ли вы эту информацию? Польза парацетамола в чем? Мы ведь при любой острой респираторной вирусной инфекции назначаем жаропонижающие противовоспалительные препараты. Поэтому данный препарат отнесен к группе жаропонижающих, противовоспалительных, поэтому он помогает не только при коронавирусной инфекции, при любой других, но он не действует на вирус, а он снимает симптомы интоксикации и снижает температуру. Дамир Асхатович, а какую картину видите вы? Что происходит, вот, допустим, в медицинских учреждениях? Почему картину?
я, как главный внештатный специалист, могу сказать, что в медицинских организациях мы уже 2 раза провели учения на случай появления пациента с коронавирусной инфекцией. То есть в медицинских организациях отработан алгоритм или тактика действия медицинских работников на случай появления такого пациента, последовательность действий. Поэтому медицинские организации готовы на случай появления пациента с коронавирусной инфекцией. Кто в зоне риска? Вы уже отметили, что это пенсионеры, но тем не менее, если вот люди ходят на работу, отводят детей в садики, в школы, где можно получить эти симптомы? Я бы ответил так, что все в зоне риска заражения, но пенсионеры, почему они отнесены к группе риска, у них болезнь протекает тяжело и дает осложнения, а заразиться рискуют все. По данным, вот как болезнь протекала в Китайской Народной Республике, вот у наших первых пациентов, у здоровых молодых людей она протекает легко. А вот если имеются хронические заболевания, особенно которые поражают сердечно-сосудистую систему, органы дыхания, у таких пациентов болезнь протекает крайне тяжело в случае развития осложнений, и которые могут неблагоприятно заканчиваться. Насколько эффективна самоизоляция? Самоизоляция, но как показали данные вот, по предупреждению завоза коронавирусной инфекции в других странах, ведь самоизоляция – это когда человек на 2 недели не контактирует с другими. И если, например, он сам инфицирован, он излечивается, так ведь, и уже не передает вирус. Или же человек был в контакте, и в момент наблюдения, если в течение 14 дней он не заболевает, это показатель, что он не заразился коронавирусной инфекцией. И самоизоляция, она как раз предотвращает вот этот основной механизм передачи, потому что при инфекционном процессе есть источник инфекции, есть пути передачи и восприимчивый организм. Так вот, самоизоляция – это один из способов предотвращения распространения вируса. Мы знаем, что глава Башкортостана Ради Хабиров объявил и дал поручение построить за несколько месяцев новую инфекционную больницу. Каким должно быть это медучреждение? Но это медучреждение должно соответствовать всем современным требованиям и стандартам, предъявляемым к инфекционным стационарам. Во-первых, все палаты должны быть боксированы, так называемые, как сейчас говорят, мельцеровские боксы, то есть иметь отдельный вход и выход, то есть вот вход, шлюз и палата, и второй независимый выход тоже через шлюз. Это как раз обеспечивает изоляцию, и вот есть такое понятие, как принцип поточности пациента, когда пациенты друг с другом не общаются и не соприкасаются. Это один из основных принципов предотвращения инфицирования других людей. И здесь тоже как раз принцип изоляции или самоизоляции реализуется. Когда пациент изолируется в мельцеровский бокс, он не контактирует с другими, и медперсонал, который к ним заходит, он заходит в спецодежде, которую одевает перед входом в палату и по моменту выхода из палаты снимает и обрабатывает. То есть тут исключаются все механизмы заражения и медицинского персонала, и распространения болезни. Как сегодня в России определяются анализы положительные пробы, либо они отрицательные на коронавирус? В этом плане в Российской Федерации создана собственная тест-система. Это предприятие «Вектор-Бест» в Новосибирске. Первоначально все анализы делались только там или в нескольких референс-лабораториях. Сейчас практически все анализы делаются в субъектах Российской Федерации. В Башкортостане анализы делаются в Центре гигиены и эпидемиологии. Угу. Как вы оцениваете обеспеченность медицинскими препаратами и медоборудованием в инфекционной больнице в Уфе? В этом плане как раз ведь Китай поделился своим опытом, как они справлялись и какие препараты они использовали. Так вот, есть временные клинические рекомендации по новой коронавирусной инфекции, где обозначены эти препараты. И поэтому все эти препараты закупаются. И я думаю, что проблем с медикаментами для лечения нет. Ну и, Дамир Ахатович, ваш прогноз, как дальше будет развиваться ситуация?
Все зависит конкретно от каждого из нас. Если мы будем дисциплинированы, не паниковать и выполнять все те рекомендации, которые нам советуют, то я думаю, что у нас не будет вот такого массового заболевания, как в Европе или в других регионах. И очень важный момент, что Россия, наверное, это единственная страна, которая не разрушила сеть вот этих центров гигиены, эпидемиологии, а раньше они у нас называли сеть санитарно-эпидемиологических станций, это служба Роспотребнадзора, и у нас четко осуществляется вот контроль за санитарной охраной нашей территории. И вот тот опыт, который был и раньше у нас по предотвращению завоза инфекционных болезней, и тот опыт, который накоплен вот десятилетиями, годами, он помогает нам сейчас при работе вот в таких ситуациях. Самое главное не паниковать и четко выполнять те рекомендации, которые помогают предотвращению распространения болезней. А скорректированы ли графики вот этих центров гигиены в данный момент? Графики. Вот вы сказали, у нас эта сеть, слава богу, сохранена, да? Да. И скорректированы ли графики работы? Графики работы. Их. График работы по предотвращению распространения. Да. Так у нас единая сеть в Российской Федерации. То есть все регионы, они как вертикаль власти. Есть у нас, соответственно, главный государственный санитарный врач Российской Федерации, есть Министерство здравоохранения Российской Федерации. Все эти службы работают согласованно, совместно и централизованно. Конечно, только совместно, работая рука об руку, мы можем предотвратить распространение инфекции. Дамир Асхатович, еще у меня такой вопрос. Вот есть опасения у многих, что с началом лета инфекция отступит, коронавирус, но вернется уже в более ожесточенной форме осенью. Это правдоподобные опасения? Ну, в данном случае, видите, для того, чтобы инфекция распространялась, необходим источник, пути передачи. Если сейчас вирус уйдет, то он ведь должен откуда-то появиться. Вот вспоминайте 2002-2003 год, когда эпидемия также началась в Китае, переболело около 10 тысяч человек, около 1000 погибло, и на этом вирус пропал. Поэтому здесь я не могу категорично утверждать, что у нас новой волны не будет, но здесь необходимо время, чтобы изучить все данные, то есть по распространению вируса, особенности его распространения, выживания в окружающей среде или, возможно, его сохранение в организме, персистенции, а потом уже делать прогнозы и заключения. Вообще, делать прогнозы – это очень неблагодарное мероприятие, поэтому пока самое главное, наверное, не допустить появления пациента с коронавирусной инфекцией в нашей республике и, соответственно, предупредить, не допустить распространения этого заболевания у нас. Ну и продолжать мыть руки. И носить маски, не выезжать за рубеж, не посещать места массового скопления людей и по возможности как раз выполнять рекомендации, которые есть сейчас на сайтах практически Министерства здравоохранения Российской Федерации, Республики Башкортостан, Роспотребнадзора, Центр гигиены и эпидемиологии. И то, что сейчас и в средствах массовой информации передачи идут, показывают, рекомендации все есть. И самое главное, не поддаваться панике и не верить. Очень много сейчас ведь старофейковых новостей. И у нас ведь у страха глаза велики, иногда могут поверить во что угодно, так ведь? Но быть бдительными, самое главное быть бдительными и не сеять панику. Ну и обращаться к врачам. Спасибо, Дамир Асхатович. Да, обращаться к вынуждены врачам. Прервать. Время ограничено. В случае опасений обращаться к врачам. Спасибо еще раз, Дамир Асхатович. Я напомню, что гостем программы интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения был главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Республики Дамир Валишин.